Всем здравствуйте! Сегодня у меня на столе HP Pavilion DV7. И что же у него не так? У него проблема с перегревом. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Этим вы мотивируете меня выпускать новые и полезные ролики. Ему уже больше 10 лет. И давайте сейчас проверим, какие температуры показывает AIDA в стресс-тесте. 3 минут теста вполне достаточно, чтобы увидеть, есть ли проблемы с перегревом. Я уже щупал корпус, и действительно в районе кулеров довольно-таки сильно греется корпус. И работа на коленках, допустим, это вообще неудобно и обжигает колени. Мы получили также вот еще видео. Помимо того, может что вам понравится. Идет температура сейчас плохо тут видно, но они в районе 87 градусов. Что ж, приступаем к разборке. Довольно-таки сложно разбирается эта модель. Я в первый раз ее разбирал. Замучился, честно говоря. Довольно-таки сложная в разборке модель. Но HP любят создавать такие корпуса, чтобы люди с ними помучились. В общем, сейчас разберу, посмотрим, в каком состоянии система охлаждения, поменяем термопасту, почистим, смажем кулера, всю внутренности все почистим от пыли. За 10 лет там уж скопилось точно. Валенки так валенки. Ну и посмотрим, что дальше будет. Да, забыл сказать, аппарат с 17-дюймовым дисплеем. Тяжелый, очень тяжелый ноутбук. Это не современные там по 2 килограмма до 2 килограмм. Ну, килограмм 4-5 он весит, наверное, если не больше. Итак, добрался я до системы охлаждения, и вот в таком виде она. Представляете, эти валенки, они все перекрыли, все отверстия технические для обдува, они перекрыты. И то, что перегревался, как только видеочип еще не вышел из строя, это вообще очень большой вопрос. Что ж, я ноутбук обратно собрал, не стал показывать весь процесс. Сейчас запускаем AIDA и повторно запустим стресс-тест после всех манипуляций. Подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно, а мне приятно. Так, ну я запустил перемотку. Если обратить внимание, то, если я не ошибаюсь, то там 2 часа ночи на экране внизу на часах. Так что жду от вас лайков, комментариев. Подписывайтесь на мой канал. Так что подписывайтесь. Жду в гостях.